Ежегодно мы проводим бизнес-тренинги для женщин-предпринимателей, для тех, кто хочет начать бизнес, стартап-тренинги мы называем их, где участвует более 2500–3000 тысяч женщин в год, половина из которых имеют реализацию своей бизнес-идеи, то есть они обращаются в финансовые институты, и разработанный им во время тренинга бизнес-план помогает в нахождении финансирования, и они начинают свой бизнес. Буквально недавно мы проводили ряд круглых столов по продвижению идеи в разработке в Республике Таджикистан государственной программы по поддержке женского предпринимательства. Да, у нас много делается в этом направлении, в развитии малого и среднего бизнеса, в развитии частного сектора, но специфики женской нету. Мы хотели бы, чтобы общественность, правительство обратило внимание на проблему развития женского предпринимательства, потому что вовлечение женщин в предпринимательскую деятельность мы рассматриваем как возможность для женщин найти свое место в жизни, самореализоваться. Одна из задач, которые сейчас перед собой мы ставим, распространить успешные модели ведения бизнеса с женщинами в Республике Таджикистан, потому что когда женщина видит успешный пример где-то в Европе, там, на Западе, в России, это что-то далекое, она считает, что это можно только там и нет возможности реализоваться здесь. Но когда она видит реальные истории женщин, успешных женщин в Республике Таджикистан, как женщина из ничего начала что-то делать и реализовала свою мечту, или, допустим, сельская женщина, которая абсолютно не имела никаких навыков, но обучилась и начала активно заниматься фермерством, вернула своих братьев, мужа из трудовой миграции, и они сейчас семейным подрядом что-то делают. Вот такие вот реальные примеры мы стараемся распространить, о них рассказать и вдохновить наших женщин, чтобы они в этой жизни занимали активную жизненную позицию. Национальная ассоциация деловых женщин Таджикистана совместно с нашими международными партнерами, с Европейским Союзом реализует сейчас проект ВИД, в рамках которого мы создаем первый бизнес-инкубатор в Республике Таджикистан. Этот бизнес-инкубатор находится здесь, в городе Худжанте. Он является первым опытом для Таджикистана. Хукумат Сагдийской области активно нас в этом поддерживает и предоставил безвозмездно для нас очень хорошее помещение. Это 11 этаж Кохи-Матбуот. И у нас уже есть первые резиденты. Девочка, которая открыла интернет-магазин по продвижению и продаже изделий ремесленничества Таджикистана. Очень интересный проект, мы сейчас ее поддерживаем. Клининговые центры, это еще одна девочка, которая предоставляет услуги по оформлению свадеб. Ну, интересные проекты, вот мы поддерживаем их и надеемся, что количество резидентов будет увеличиваться, а еще есть надежда, что таких центров и бизнес-инкубаторов будет больше в Таджикистане. Женщины в основном занимаются микропредпринимательством, и зачастую большая их часть в полуформальном секторе. Многие не зарегистрированы, поэтому наша задача их обучать и вести, и развивать их бизнес. Мы по шагам ведем их для того, чтобы они переходили из одной стадии в другую стадию, расширяли свой бизнес, регистрировали свой бизнес, не боялись регистрации, умели управлять своим бизнесом. Есть сейчас вот очень хорошее такое направление, как привлечение менторов из числа ведущих, успешных уже предпринимателей. Они помогают молодежи, мы создаем для них площадку для обмена информацией, диалога и поддержки. А также вот сейчас первые ласточки как бизнес-ангелы появились. То есть лучшие бизнес-проекты молодежью, женщинами презентуются, и успешные предприниматели инвестируют. Они не инвестируют более 50%, да, инвестируют 30-25%, чтобы сохранился контроль за той женщиной, которая является автором этого проекта и хочет реализовать этот проект. Но в то же время прямой капитал, да, поддержка финансовая необходима. Здесь они выступают в партнером. Начинающий предприниматель, уже состоявшийся предприниматель, для него это чисто
есть и финансовый интерес, он видит привлекательность бизнес-проекта, инвестирует туда, там, скажем, 25%, ожидает возвратность на активы и в то же время консультирует женщину, потому что он заинтересован, он вложил в этот, да, пусть небольшой, но свои средства, консультирует женщину, чтобы она развивала свой бизнес и сделала его максимально прибыльным. А проекты небольшие, стоимость проектов 50 тысяч, 35 тысяч. В основном это сфера услуг, сфера ремесленничества. Но это та сфера, в которой женщины себя сейчас, на сегодняшний день, чувствуют комфортно, а завтра это будет, я думаю, что более крупные идеи и бизнесы. Мужчинам легче, они поддерживают свои вот эти вот связи, социальные связи с одноклассниками, однокурсниками, быстро находят партнеров, бизнес-партнеров. Женщине труднее, она в силу обстоятельств немножко изолирована, она теряет связи социальные в силу того, что она там занималась домом, занималась бытом, теряет связи, и ей труднее находить бизнес-партнеров. Мы приглашали волонтеров из-за рубежа. Это в основном студенты из Лондона приезжали, из Великобритании. И в прошлом году приезжали в составе 22 человека. И в этом году мы принимали хост, сделали в составе тоже 24 человек. Наши таджикские семьи их размещают, и их основная задача – помощь стартаперам, женщинам. И были очень интересные проекты, они помогали, например, женщине в Бабаджан-Гафуровском районе открыть ее детский садик. Они помогали другой девочке открывать химчистку. Третьей девочке они помогали открывать детскую парикмахерскую. И волонтеры помогают им с маркетингом, помогают разрабатывать их веб-странички, консультируют их. И это всегда обмен культурами, обмен информацией и налаживание, опять-таки, связи.